В России с начала года почти вдвое увеличен размер пособия по безработице. И как следствие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло и количество безработных. Об этом заявили в Центре занятости города Якутска. Тем не менее, 7,5 тысяч местных кадров трудоустроят в этом году по проекту «Местные кадры в промышленность». Об этом заявил руководитель Госкомзанятости Республики Степан Москвитин. О том, какие профессии в промышленности наиболее востребованы, в материале Анастасии Даниловой. Наибольшая кадровая потребность на рынке труда Якутии наблюдается в промышленности и строительстве. Это сфера с наибольшим темпом развития, количеством масштабных проектов и высокой заработной платой. При этом в отрасли большое количество внешней рабочей силы из других регионов и стран. Поэтому для экономики республики целесообразно замещение трудовых мигрантов местными специалистами. В масштабе это позволило бы существенно повысить уровень доходов многих якутян. В целях этого уже третий год в республике реализуется проект «Местные кадры в промышленность». Задача поставлена главой Республики Саха-Якутия в 2019 году трудоустроить в промышленной компании не менее 7,5 тысяч человек местного населения. Да? Поэтому, конечно, задача очень серьезная, и только объединив усилия, мы сможем решить эту задачу более успешно, с тем, чтобы наше население было занято, имело доход определенный. Одна из главных проблем на рынке труда республики – это дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Поэтому один из крупнейших работодателей Якутии, компания «Алроса», инициировала дискуссию по вопросам качества подготовки рабочих кадров. Алмазодобывающая компания отметила готовность продолжения сотрудничества в вопросе профориентации и дуального образования, которое заключается в практическом обучении и стажировке на промышленных объектах. Для выполнения плана по трудоустройству тысяч якутян необходимо увеличить количество и качество квалифицированных специалистов в зонах промышленного производства в Южной и Западной Якутии. Нехватка специалистов, особенно рабочих специальностей, их действительно критично недостаточно в нашей республике. И когда идет в целом набор и рекрутинг работников по тем новым направлениям, которые «Алроса» разбивает, тоже верхнемунское месторождение алмазов, да, мы далее имеем определенные направления по расширению и по Нюрбе, и по алмазам Анабара. Здесь действительно идет достаточно серьезный поиск работников соответствующей квалификации. Всего в проекте участвует 21 промышленная компания. Все они готовы принимать якутян на работу в приоритетном порядке. Однако мало требовать трудоустройства. Учитывая сложность работы и высокие требования к безопасности в работе на месторождениях и фабриках, соискатели должны иметь профильное образование и профессионализм. Итак, самые востребованные специальности в горнорудной промышленности – это проходчик, обогатитель полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования, оператор нефтяных и газовых скважин, машинист на открытых горных работах, токари, слесари, сварщики, лаборант-эколог и другие. Таким образом, приоритет местных кадров в промышленности сохранится на ближайшие 10-20 лет. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск.